Переходим к рассмотрению ходатайства. Слово для доклада предоставляется судье Кадырбаеву Кракельду Джумалевичу. Спасибо. Уважаемые судьи, уважаемые участники процесса, 29 августа 2023 года в Конституционный суд Кыргызской Республики поступило ходатайство Тактакуновой Талайкуль Аскаралиевны о проверке соответствия нормативного положения части 4 статьи 439 Уголовно-процессуального кодекса, выраженного словами: такие определения подлежат пересмотру в кассационном порядке одновременно с рассмотрением кассационных жалобы или представления на окончательное судебное решение, принятое по данному уголовному делу. Часть М1, 2, 4, 6, статьи 23, статьи 55, часть М1, 2, статьи 56, часть М1, 2, статьи 61 Конституции Кыргызской Республики. Определением коллегии судей Конституционного суда Кыргызской Республики 25 сентября прошлого года ходатайство Тактакуновой было принято к конституционному производству. Заявитель в своем обращении указывает, что 5 апреля 2023 года приговором Первомайского районного суда города Бишкек Дуплищев был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 41, частью 1 статьи 340 Уголовного кодекса Кыргызской Республики в редакции от 28 октября 2021 года, части 4 статьи 43, пунктом 2, части 3 статьи 215 УК в редакции от 2 февраля 2017 года. Ему назначено наказание с учетом статьи 77 УК в виде лишения свободы сроком на 7 лет с конфискацией имущества, отбываем наказание в колонии общего режима и лишением права заниматься экономической деятельностью сроком на 3 года. Субъект обращения полагает, что применение оспариваемого нормативного положения грубо нарушает предусмотренные Конституцией права и свободы человека на справедливое судебное разбирательство и полноценную судебную защиту. Ограничивая возможность граждан обжаловать решение апелляционной инстанции, предшествующие окончательному судебному решению, при условии, что УПК предусматривает такую возможность, создается ситуация, в которой правоохранительные органы могут вмешиваться в их абсолютные, неотчуждаемые и защищаемые законом права. И это происходит при одновременном рассмотрении кассационных жалоб и представлении на окончательное судебное решение по уголовному делу. В свою очередь, в случае подачи ходатайства о признании определенных доказательств недопустимыми из-за нарушения требований УПК, то определение апелляционной инстанции об отказе в таком ходатайстве можно обжаловать только вместе с приговором. Приговор апелляционной инстанции вступает в силу сразу после оглашения. Фактически, как считает заявитель, человек лишается свободы, а затем ему предоставляется право на обжалование определения апелляционной инстанции о недопустимости доказательств, тогда как часть 2 статьи 23 Конституции допускает ограничение прав и свобод человека и гражданина законами исключительно в целях национальной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и морали, а также защиты прав других лиц. В обосновании своей позиции о несоразмерности ограничений заявитель также ссылается на ряд конституционных норм, согласно которым законом не могут устанавливаться ограничения прав и свобод человека в иных целях и в большей степени, чем это предусмотрено Конституцией, части 5 и 6 статьи 23. Не подлежат никаким ограничениям установленным Конституцией права и свободы человека, а также гарантии запрета. Автор ходатайства также приводит довод о том, что Конституция гарантирует и признает права и свободы человека и гражданина в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, а также вступившими в силу в установленном законодательном порядке международными договорами, участницей которых является Кыргызская Республика. Эти конституционные положения соотносятся с пунктом, в частности, 5 статьи 14 Международного пакта о гражданских и политических правах, согласно которому каждый осужденный за какое-либо преступление имеет право на то, чтобы его осуждение и приговор были пересмотрены в вышестоящей судебной инстанции согласно закону. Ограничения, установленные в части 4 статьи 439 УПК, нарушают процедуры при вынесении приговора, поскольку порядок осуждения должен быть подвергнут проверке вышестоящей судебной инстанции согласно закону. Субъект обращения также указывает на части 1 и 2 статьи 56 Конституции, по которым государство должно обеспечивать права и свободы граждан, а также не допускается принятие законов, отменяющих или эти права и свободы. УПК, действующий до 1 января 2019 года, содержал статью 374 о пересмотре судебных актов в порядке надзора, включая акты судов апелляционной инстанции. Не было никаких ограничений, связанных с обжалованием определений апелляционной инстанции в отдельности. Однако с изменением законодательства это право на обжалование определения апелляционной инстанции было отменено, что может рассматриваться как нарушение конституционных принципов, так как ограничивает права и свободы человека, гарантированные Конституцией. Кроме того, в обосновании своих доводов Тактакунова приводит правовую позицию Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики от 17 февраля
2021 года, согласно которой Институт кассационного производства, являясь одним из действенных механизмов исправления судебных ошибок, выступает важнейшей гарантией защиты прав и свобод человека, а в случае их нарушения нижестоящими судами основным способом их восстановления. По мнению субъекта обращения, при таких обстоятельствах запрет на обжалование определения апелляционной инстанции, предшествующих окончательным судебным решениям, есть прямое нарушение прав и свобод человека. При наличии явных процедурных ошибок нельзя давать возможность апелляционной инстанции выносить решение, окончательное решение без их проверки вышестоящим судом. С учетом изложенного, субъект обращения просит признать оспариваемое нормативное положение противоречащим Конституции. В ходе проведения подготовки дела к судебному заседанию стороной ответчиком признан Джогорку Кенеш Кыргызской Республики. В качестве третьих лиц привлечены постоянный представитель президента и Кабинета министров Кыргызской Республики в Конституционном суде Кыргызской Республики, Верховный суд Кыргызской Республики, Генеральная прокуратура Кыргызской Республики, Министерство юстиции Кыргызской Республики, Министерство внутренних дел Кыргызской Республики. В соответствии со статьей 32 Конституционного закона Кыргызской Республики о Конституционном суде Кыргызской Республики и его регламентом по данному делу проведены все необходимые подготовительные действия. Истребованы все необходимые документы и другие материалы, которые систематизированы в данном деле. Дело на сегодня готово к рассмотрению. Благодарю за внимание. Уважаемые судьи, есть вопросы к Ракелю Джумалевичу?